Елочные игрушки, предметы интерьера, ручной работы, ювелирные и кондитерские изделия. В общем, новогодняя ярмарка пестрит разнообразием всевозможной продукции от хендмейд-лакомств до шерстяных картин. Выкладываете все шерстью мелкими-мелкими пасмами и придаешь рисунок. Просто смотришь, объемность надо придать. Ну, очень увлекательно, просто потрясающе. Это хобби, валяние по шерсти, называется нунафилтинг. Все делается из стопроцентной шерсти. У нас здесь есть бараны свои в трандах. Их стригут, мы вычесываем и получаем вот такую вот овечку. Вязать крючком и спицами Алену Пахомову научила ее бабушка. Сегодня она занимается производством вязаных изделий. В основном это куклы. На новогодней ярмарке у нее есть возможность не только заявить о своем мастерстве, но и продать сделанное своими руками. Она связана вся вручную, то есть все это ручки, ножки, все связано. Ботиночки я, правда, заказываю, там уже у девочки. Это все тоже связано своими руками. Волосы искусственные, потому что на натуральные может быть аллергия у ребенка. И пришивается трессами вручную. Это вяжется шарик, внутри пенопластовый шарик, чтобы форму держался. Это из бусинок сделано, как браслетик. Неотъемлемая часть ярмарки в Абхазии – это глиняные изделия, кофейные сервизы, конфетницы, ручной работы непременно украсят новогодний стол, уверена Сабина Ахиба. Я это все делаю на гончарном круге, и в основном то, что продается и то, что востребовательно, я могу повторить. А так вот кофейные или чайные кружки в двух или в одном экземпляре. Очень редко повторяю во многих количествах. Вот кофейные, то, что с вишенками, они востребовательные, и поэтому они у меня в обиходе всегда есть в наличии. Новогодняя ярмарка объединила талантливых и творческих людей. Ираст Астахов – сотрудник Черноморэнерго, юрист по образованию. Сегодня он занимается изготовлением светильников необычного дизайна. В ход может пойти даже старая швейная машинка. Вообще я исхожу из философии разумного потребления. Вот. И меня именно это подтолкнуло начать перерабатывать, вдыхать в новую жизнь в такие предметы, которые уже, казалось бы, мусор. Это швейная машинка старая советская, пошла под нож. Нерабочая была швейная машинка, я ее разобрал. И вот такую штуку собрал почти полностью из всех ее запчастей. Много это переделываешь, делаешь сперва одним образом, тебе не нравится, разбираешь, перебираешь. Или рано или поздно приходишь к какому-то результату. А помогает показывать таланты творческих людей торгово-промышленная палата Абхазии, которая уже по традиции в преддверии Нового года создает праздник. В этом году на участие в новогоднем арт-маркете поступило 77 заявок. Все они рассмотрены и одобрены. Все участники ярмарки – это жители нашей столицы. И я считаю, что такие мероприятия, как ярмарки, выставки, это не просто массовые мероприятия, которые проводятся во многих городах и столицах в разных странах. И очень отрадно, что в Республике Абхазия с каждым годом таких мероприятий становится больше. Это прежде всего двигатели развития туристической отрасли. Тем более, что мы себя популяризируем туристической страной и хотим, чтобы Республику Абхазия посещали не только в летний период, но и круглый год. Это прежде всего развитие массовых коммуникаций, малого бизнеса, и это очень важно. Для торгово-промышленной палаты очень важно поддержать не только уже зарекомендовавших известных производителей, но и ремесленников, начинающих, отечественных мастеров, которые нуждаются, особенно молодые, начинающие в рекламе. И поэтому мы всегда поддерживаем такие инициативы. В завершении новогодней ярмарки была разыграна лотерея среди участников арт-маркета. По ее итогам победили трое: Стелла Чепурная, Милана Сангулия, Сантана Отерба. Им достались сертификаты в магазин товаров для дома. Гугуца Вардания, Нала Шинджерия и Нал Гвинджа, Абхазское телевидение.